Тем временем резкое потепление заставило дорожников раньше обычного снизить грузоподъемность на ледовых переправах. В частности, принято решение по главной ледовой трассе республики Якутск-Нижний Бестях, рассказывает Виталий Абрамов. Наверное, многие видели фотографии состояния ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях, распространяемую в последние дни по социальным сетям. В этом году погода действительно удивляет и дает свои коррективы. Сегодня утром дорожники вместе с надзорными органами решили снизить грузоподъемность данной переправы с 30 до 25 тонн. Далее планируется с 1 апреля до 20 тонн, с 8 апреля до 10 тонн и с 15 апреля закрытие ледовой переправы. Что касается воды на колее, то специалисты говорят, это в порядке вещей и все безопасно. За структурой льда ведется постоянный мониторинг. И вместе с тем, с начала апреля уже по всей республике, кроме северных районов, начнется снижение грузоподъемности на всех переправах и зимниках. У нас с 1 числа закрывается автозимник, это Верхнемарково, Тас-Юрях. Учитывая погодные условия на сегодня, да, мы видим плюсовые температуры в районе города Якутска, в Иркутской области. Соответственно, здесь вот при планировании каких-то поездок все-таки пользователям отнестись к этому более внимательно. Так что водителям стоит быть повнимательнее, отправляясь в путь, и строго следить за установленными знаками перед сезонными дорогами. Пример безалаберного отношения к безопасности был на прошлой неделе, недалеко от Махсаллаха, когда груженный песком самосвал общей массой 35 тонн выехал на лед Лены и благополучно провалился. Благо, обошлось без жертв. Машину уже вытащили. Виталий Абрамов, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.